Вот хотели спросить, кто это? Сидим, гадаем. Это хорошо, а? Что гадаете? Это самый известный в мире человек, родившийся. Яковлев? Нет. Это академик Алексей Николаевич Крылов, кораблестроитель, дедушка профессоров Капицы, которые, очевидно, невероятные и прочее. Он уникальный кораблестроитель. Все корабли мира, большие и маленькие, простые и сложные, строятся по тем законам, которые он разработал. Компас морской – его изобретение. В царское время он был контр-адмиралом, имел 8 высших царских наград. В советское время он стал героем соцтруда, 3 ордена Ленина и большое количество наград. Его можно сравнить с Леонардо да Винчи. Он уникальный математик, астроном, инженер, кораблестроитель. Даже похоронили-то его по-человечески рядом с Менделеевым, так как он учился у Менделеева. А с другой стороны лежит мама Ленина, Ульянова. Вот. Что еще для него характерно? Человек двух эпох. Родился в Порецком районе, село Половесяга, а теперь Крылово, там есть его музей. Эту работу я написал 2-й раз. Первая работа на вечное хранение передана через Союз художников Чувашскому государственному художественному музею. Но если туда работа попадает, считает, ее похоронил. Может никогда не увидеть больше, потому что там 50 000 экземпляров картин. Я решил повторить, но с изменениями. И для того, чтобы люди знали самых выдающихся земляков, я показываю ее при встрече со школьниками, с детскими садами, со студентами, вот с вами теперь. И в Третьяковке Голубкина, автор, стоит скульптура советских времен. Я подхожу, смотрю, Крылов, думаю, баснеписец, что ли. А потом смотрю, мой земляк, я родился рядом в соседней деревне с ним. Вот. Его дед при Бородино в сражении с французами, с Наполеоном, получил тяжелое ранение. И знаете, я открыл для себя новость такую, что в царское время, если офицер получал ранение в сражении, его дети имели право бесплатно учиться в любом учебном заведении России. Так что его отец учился на льготных условиях. Но его отец, дед не закончил при Бородино, он после лечения еще взял Париж, и там опять получил ранение. Но зато вручили ему золотую саблю, награду. А его отец защищал Севастополь. Это французы, англичане осаду делали. А потом его отец стал предводителем алаторского дворянства, как там называется, у них называлось. Вот. А сам он уже в царское время молодым стал контр-адмиралом. Ни в одном войне не участвовал, но интереснейший факт. Значит, в 1905 году Россия с треском проиграла войну японцам. Хотя были отлиты уже ордена и медали за победу в Японии. А получилось позорище, и царь, и царская дума решили кого-то очень сурово наказать за это поражение. Не царя же наказывать, сам себя он не будет. А у нас тогда был председатель правительства, не помните кто? А? Короткое имя, затылок. И, значит, руководители этого правительства вызвали в Госдуму и хотели даже наказание ему казнить или посадить. Но слово попросил молодой тогда контр-адмирал Алексей Николаевич, наш с вами земляк, с 2 папками вышел на трибуну. В первой папке у него информация была, он математически доказал, что Россия с этим флотом не могла выиграть. Обосновал поражение. А вторая папка с предложением создать новый российский флот.
с математическим расчетом каждого корабля, стоимости, вооружения и так далее. Он же открыл закон непотопляемости, закон остойчивости, даже математически обосновал влияние волны на корабль. И поэтому все корабли мира строятся по его проектам. Этого председатель правительства, кстати, в Госдуме Израиль наказал благодаря ему. Построили новый флот, некоторые корабли до сих пор живые ходят. В Чебоксарах есть ему памятник, улица в честь его. Все кораблестроительные заводы в России, начиная с самого большого в мире завода по изготовлению подводных лодок в Северодвинске и в Нижнем Новгороде на подводных крыльях, везде носит все его имя. Даже само Адмиралтейство в Санкт-Петербурге носит имя Алексея Николаевича Крылова. Его внуков вы хорошо знаете. Это очевидно и невероятно Сергей Капица. А вот Андрея вы не знаете, потому что он в Антарктиде все время пропадал, он известнейший в мире был полярник. Я с ним был знаком лично, и он у нас почетный гражданин Порезского района. Его недавно не сказал. И что удивительно, более 10 раз переиздали его воспоминания, которые он написал за 28 дней в Казани во время войны. И первый выпуск был во время войны, когда денег на вооружение вот так, но до того книга была интересная. Я думал, что математик, физик, когда мне попало в руки, что читать-то? Открыл страницу и не смог закрыть, пока как сказка считается. Вот. И там столько формул, он ни разу никуда не заглянул, все здесь. Днем писал, а вечером семья вокруг садилась, он читал. Это уникальнейший человек, наш с вами земляк. Теперь вы знаете.